Садой – один из чеченских тейпов, представляющий как Чеберлой, так и Нохчмахкхой. Как сообщают официальные источники, самостоятельность Кавказской Албании была ликвидирована в середине V века, и она до начала VIII века стала провинцией в составе сасанидского государства. Население Албании представляло собой союз 26 племен, говоривших на языках нахо-дагестанской семьи. К ним относились гаргареи, гелы, льпины, сильвы, чилбы, цоды и другие. Как мы видим, и здесь наблюдается многонациональность страны, как и прежде в Урарту и позже в Алании. Из этого следует, что на длительный процесс разложения нахского народа на тейпы, который по сути продолжается и по сей день, в большей мере влияла и влияет сила традиции, которая никогда не угасала в крови представителей нахского народа. Из вышеизложенных названий племен албанского государства нас особо заинтересовало название племени Цоды. Мы склонны считать, что Цоды – это страбоновские исоды и садыки, и, следовательно, предки чеченского тейпа Садой. Нужно сказать, что право называть исодов своими предками, помимо, собственно, Садой, имеют еще такие чеченские тейпы, как Билтой, Беной и Гуной. Результаты ДНК-анализов показывают, что у перечисленных тейпов вместе с Садой общие корни уходят в глубокую древность. И, соответственно, сегодняшние Садой, Билтой, Беной, Гуной некогда составляли единое и довольно мощное общество народа Нохчи. С течением времени в обществе стали происходить разветвления и обособления отдельных групп. Предки тейпов Гуной и Беной первыми обособились от общего массива и стали структурными единицами народа Нохчи. Затем, предположительно, в XI-XII веках разошлись предки Садой и Билтой. Изначально, обитая в юго-восточной части Чечни, предки представителей тейпа Садой напрямую связаны с потомками племен Каякентско-Харачоевской археологической культуры. Древние авторы называют в горах Чечни племя Содов, которое созвучно названию современного чеченского тейпа Садой. По сохранившимся преданиям, они были некогда большим и сильным племенем, занимавшим всю восточную часть Нагорной Чечни от Чеберлоя на юге и до предгорий междуречья Джалки и Хулхулау на севере. Тейп Садой издавна считался одной из обособленных структурных единиц. Следует сказать, что Садой, став сильной тейповой единицей, стали расселяться в равнинной части Чечни. Вначале в нахских государственных образованиях Садой выполняли функции вдохновителей, поднимающие боевой дух воинов. Отсюда, предположительно, и название тейпа Садой – Са-Эйдо, то есть «поднимаю дух». Они также зачастую являлись религиозными деятелями. Перед походами и сражениями Садой совершали ритуальные обряды и жертвоприношения. Культ надочажной цепи впервые зародился среди представителей данного тейпа, и только позже он внедрился в среду аланов. Абхазский исследователь Гурам Джотович Гумба отмечает, что анализ сведений античных источников показывает, что в конце первого тысячелетия до нашей эры и в начале первого тысячелетия нашей эры существовал союз нахских племен, который занимал территорию от Преэльбрусья по течению реки Малка до Андийского хребта по течению реки Кайсу. На рубеже новой эры
нахские племена известны уже под названиями отдельных родоплеменных обществ: хамикиты, двалы, цанары, ганахи, исадыки и другие. Садуи, вероятно, мигрировали с равнины в горы во время монгольского и тимуровского нашествий, как это сделали многие другие чеченские кланы. Данный тейп в настоящее время подразделяется на 8 гаров: Хаурай, Хаси, Тунжи, Витай, Имаэль, Эрсин, Гети и Мали. Садуи, наряду с представителями некоторых других чеченских тейпов, состояли в военизированных отрядах для охраны границ с Хонзахским ханством.